10 лет назад детские сады Мирнинского района объединились под крыло автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик». Сегодня в ее составе целых 28 филиалов. 10 лет – небольшой срок, но за эти годы были достигнуты значительные успехи в развитии системы дошкольного образования в Мирнинском районе. «Алмазик» постоянно растет и развивается, стараясь идти в ногу со временем. Так, в начале июля дошкольная организация подала заявку на участие в грантовом конкурсе и стала одним из его победителей. И вот теперь на базе Мирнинского регионального технического колледжа каждую субботу в рамках реализации полученного гранта проводят образовательный марафон «Будущее рядом». Очень замечательный проект, который ориентирован на профориентацию, и профориентацию не только для детей, но и профориентацию для родителей, которые теперь видят, как у нас оснащен колледж, насколько он может подготавливать их будущих детей. Это очень замечательный проект. Мы планировали, что у нас будет участвовать 200 человек, то есть 100 детей и 100 взрослых. У нас по итогу сейчас уже 550 человек посетило, то есть это дети с родителями. Больше, самое интересное, нравится даже не детям, нравится родителям, нравится папам, мамам. И это замечательный проект, который мы думаем сделать, пустить в серию, в следующем году его повторить. Мы в рамках гранта закупили робототехнику, лего-роботы, они сами собирают эти игрушки, запускают их, смотрят уже на более взрослых роботов, которые есть в учебных классах МРТК. Это здорово, потому что они видят не просто роботов-игрушек, но они видят уже взрослых, больших, серьезных промышленных роботов. И это замечательно, что они могут видеть свое будущее, какое развитие у роботов есть. Этот марафон позволил создать инновационную развивающую площадку для детей от 6 до 10 лет, предусматривающую знакомство детей с интерактивными технологиями, с основными понятиями в области конструирования, программирования и коммуникации. Зарождение вот этого мероприятия в целом, мы пробные мероприятия подобные проводили в прошлом году в рамках регионального нашего чемпионата. Как раз мы запускали чемпионат по таким сложным новым компетенциям: промышленная робототехника, эксплуатация сервисных роботов, роботизированная сварка. И в рамках деловой программы мы провели такое одно мероприятие для детей. Но после этого мероприятия, когда и на канале везде начали публиковать, им начали поступать звонки. А еще вы будете это мероприятие проводить для наших детей. То есть в то время охват там всего лишь было 25, не более детей. На одном мероприятии в один день пригласили. Потом, конечно, мы с Андо Алмазиком, со специалистами нашли единомышленников, которые поддержали это мероприятие. Да? И мы с ними вот в рамках, когда как раз объявили всероссийский грант, и вот решили, давайте заявимся на этот грант, и мы удачно прошли. Но нужно сказать, что для нас, для колледжа, для регионального технического колледжа есть несколько целей. Основная цель – привлечь здесь тоже взрослые, да, потому что взрослые родители, те, которые приходят вместе с детьми, они являются основными именно потребителями будущих образовательных услуг, и которые будут помогать своим детям в профессиональном самоопределении. Ежедневно, вот по субботам, и где-то охват, если так, в среднем 60 детей и, конечно, родители. Нужно говорить, что тут с родителями приходят и дедушки, и бабушки, и братья, и с каждым разом у нас их детей, вот, желающих становится больше. И мы очень рады, что те результаты, которые мы подавали в заявочной документации, они не только выполнены, они перевыполнены. Интеграция робототехники в образовательную деятельность школы и детского сада может показать детям, насколько интересен мир науки и техники, мир инженерных технологий, и может стать хорошим подспорьем в популяризации инженерных профессий. Дети вместе с родителями проходят по 6 станциям, в заключении которых детей ждет промобот, один из самых многозадачных роботов в мире. Роботы могут помогать людям. Еще они могут играть дома с друзьями. Они могут
играть на музыкальных инструментах, строить разные материалы. Я сегодня управляла роботами. Вообще очень прекрасно. Да. Самим интересно взрослым. Я думаю, что детям вообще супер. И мы давненько не были в МРТК. Конечно, появились новые здесь технологии, да, скорее всего, и очень интересно. Я думаю, что очень интересно. Даже взрослым очень интересно. Да, посмотреть. Так что прям супер. Партнерами проекта являются представители муниципальной образовательной экосистемы, региональный технический колледж в Мирном, Центр дополнительного образования и общеобразовательные школы города Мирного. Также к организации мероприятия привлечены студенты МРТК в качестве волонтеров. Ну а итогом проекта станет организация Академии робототехники для комплексной поддержки педагогических работников по вопросам более активного внедрения робототехники в детские сады «Алмазик» и проведение ежегодного чемпионата среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Лига роботов». В конце сентября некоммерческая дошкольная организация подала заявку на участие в еще одном грантовом конкурсе «30 добрых дел», а в ноябре пришла информация, что они стали одним из победителей. Социально значимый проект «Дорогою добра», разработанный коллективом детского сада номер 54 «Белоснежка», высоко оценен экспертами и получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Хочу познакомить вас еще с одним проектом «Дорогою добра». Он кардинально отличается от того проекта, который мы уже видели «Вперед в будущее», и направлен, как ни парадоксально, на волонтерское движение. Этот проект у нас развивается на базе 54-го садика, который является инновационной площадкой для волонтерского движения. И хотя волонтерское движение вроде это вопрос взрослых или старших школьников, студентов, мы считаем, что нравственное воспитание нужно начинать с малого возраста, где мы можем заложить будущее нашим детям, чтобы они выросли достойными гражданами нашей России. Проект направлен на вовлечение детей старшего дошкольного возраста и их родителей, педагогических работников дошкольной организации «Алмазик» в волонтерское движение. Сейчас очень изменчивое политическое и социально-экономическое состояние в нашем обществе, что диктует свои условия. И очень часто духовно-нравственное заменяется материальным благополучием. И поэтому у нас вот в нашем детском саду созрела такая идея, что обязательно нам нужно какие-то благотворительные акции проводить. И мы решили создать волонтерское движение. Кто такие волонтеры? Волонтеры – это люди, которые бескорыстно помогают бедным, которые очень нуждаются в помощи, больным, беспомощным и не требуя взамен никаких материальных выгод. Готовые трудиться на благо общества и готовые помогать всем окружающим. Мы выступали с нашим проектом на районе, в разных мероприятиях и заинтересовали город. И с сентября 2023 года наш детский сад получил статус муниципальной инновационной площадки. В рамках проекта в течение года будут реализованы множество социальных акций, одним из которых стало изготовление эко-кормушек и «Накормим белок» в парке. Изготовленные кормушки для белок и птиц размещены на территории городского парка Алмазного края. Мы повесили кормушки. Насыпали корм в кормушки для птичек и белочек. Мне кажется, это замечательный проект, который создан, как благотворительность, потому что нужно прививать, мне кажется, с раннего детства детям, закладывать в них. Вот эти вот акции, они действительно помогают сплотиться. По крайней мере, когда мы делали эту кормушку для птичек, очень большой энтузиазм у ребенка был. Научилась работать в команде. Естественно, очень ждала день, когда эту кормушку повесим, потому что очень любит животных всяких разных у нас, да?
Этот проект призван увеличить количество желающих участвовать в социальных, трудовых, благотворительных и патриотических акциях в Мирнинском районе. Таким образом, все участники проекта получают уникальный опыт командной работы, основанной на единении и сплоченности, способности достигать общей цели. Я расскажу о мероприятиях нашего проекта. Одно из первых мероприятий – это был трудовой десант в городской парк, где дети с родителями с большим энтузиазмом потрудились, очищая территорию парка. В ноябре мы провели еще одну благотворительную акцию «Капелькой добра согреем душу» ко Всемирному дню доброты. Акция проходила в форме творческого визита к пожилым людям, пенсионерам, тем, которые уже не могут прийти к нам в гости. Мы к ним пришли со своим концертом и подарками. Патриотическая акция «Напиши письмо солдату», она у нас уже систематически с 2022 года проводится. И в ноябре у нас была встреча с волонтерами благотворительной организации «Золотые руки ангела», где мы послушали их, они продемонстрировали нам свою работу, пригласили к ним пригласили родителей, детей на экскурсию, а мы им предоставили подарки. Дети вместе с родителями изготовили такие вот сердечки, талисманы, сшили из фетра, как обереги. И туда мы сложили туда рисуночки, маленькие письма, записочки с пожеланиями скорейшего возвращения или выздоровления тем, кто находится в госпитале. И у нас было более 100 таких подарков. Мы передали их волонтерам организации «Золотые руки ангела». А сейчас, в данный момент, мы готовимся к следующей акции, которая называется «Письмо детям Донбасса». То есть наши дети готовят поздравительные открытки, которые мы будем также отправлять уже на новые территории России. Мы сегодня делали открытки для садика в Украине. Мы там клеили елочку, чтобы порадовать детей в другом садике, чтобы там поскорее закончилась война. Поздравляем их с Новым годом и подаем свои пожелания. Мы сегодня делаем открытки для детей Донбасса. В открытках будет у нас желание, чтобы до них было добро. Сегодня во всех детских садах обеспечивается комфортная эмоциональная обстановка и образовательная среда, разносторонне развивающая ребенка. Дети могут выбирать, как проявлять самостоятельность в соответствии с собственными склонностями и интересами. Это позволяет сделать образование дошкольников качественным, максимально отвечающим возрастным и индивидуальным особенностям каждого воспитанника.